Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Глава республики Айсен Николаев вошел в обновленный состав Госсовета России. Лучших спортсменов по итогам года наградили в Нерюнгри. Призеры российских соревнований получили ценные подарки. Глава республики Айсен Николаев вошел в обновленный состав Государственного совета России из Дальневосточного федерального округа. В новый состав также вошли полпред президента ВДФО Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Олег Кожемяка, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, главы Сахалинской, Магаданской, Амурской областей, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, а также руководитель Республики Бурятия. Госсовет – это конституционный совещательный орган власти. В 2020 году статус органа закрепили в поправках к основному закону России. Меры поддержки в период коронавируса и изменения в федеральном законодательстве. Эти вопросы глава Якутии Айсен Николаев обсудил с уполномоченным по защите прав предпринимателей Альбиной Кычкиной. Бизнес-омбудсмен отметила, что необходимо решать проблемы, которые могут испытывать предприниматели в труднодоступных районах при внедрении обязательной маркировки товаров. Связаны они прежде всего с отсутствием связи и транспортной удаленностью. Альбина Кычкина сообщила, что в республике создается общественный институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Айсен Николаев и Альбина Кычкина обсудили предстоящую отмену единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Также говорили об изменениях в законодательстве в предстоящем году. Речь идет, например, о законе по оценке имущества, об отмене мораториев на банкротство и на внеплановые проверки. Тем временем подготовка к открытию горнолыжного сезона активно проходит в Сочи. Власти города принимают ряд новых мер по обеспечению безопасности от COVID-19 для любителей зимних видов спорта. Так, на горнолыжных курортах установлены ограничительные барьеры для соблюдения социальной дистанции. Санитарная обработка кабин, канатных дорог проводится каждые 4 часа. Предусмотрена бесконтактная продажа скипасов, усилена обработка прокатного инвентаря. Также на горнолыжных курортах были открыты центры для экспресс-тестирования на коронавирус. В городе будут развернуты 820 мест для размещения больных с тяжелым течением инфекции. Кроме того, в Сочи идет организация обсерватора для туристов на базе гостиничного комплекса «Омега» в случае появления у гостей города симптомов заражения. Для магазинов и рынков с 1 января вступят в силу новые требования Роспотребнадзора. Согласно постановлению, продавцам будет запрещено взвешивать продукты без упаковки на весах. Это касается мяса или кулинарии. Продавать арбузы и дыни с надрезанными половинками тоже запретят, как и продажу позеленевших клубней картофеля. Не допускается к продаже размороженная и снова замороженная продукция. Запрещено торговать утиными и гусиными яйцами, непотрошенной птицей, кроме дичи. А если продавец продает сырое молоко, он должен разместить предупреждающую табличку, что продукт необходимо кипятить. Грузоподъемность ледовой переправы через реку Алдан на трассе Колыма увеличена до 20 тонн. Кроме того, по сообщению Упордор-Вилюй, 25 декабря планируется открытие движения по грунтовому автозимнику на участке дороги А-331 от села Тас-Юряк в Якутии до поселка Верхнемарково Иркутской области. Общая протяженность автозимника составляет более 800 километров. Отмечается, что исходя из погодных условий и фактического состояния ледовых переправ, сроки могут быть скорректированы. А из Нижнего Бестяха отправился беспересадочный вагон по новому маршруту Нижний Бестях-Иркутск. Подробности у нашего корреспондента Юрия Осипова. Вчера в 46-градусный мороз в 17 часов с автовокзала города Якутска состоялся трансфер пассажиров на железнодорожный вокзал в Нижнем Бестяхе. Уже неделя, как поезд номер 327 Нижний Бестях-Нерюнгри согласно расписанию отправляется в 19 часов 30 минут местного времени. Новый график движения поезда и вагонов беспересадочного сообщения разработан специально для повышения качества обслуживания пассажиров Якутии, Амурской области, Хабаровского края, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Уважаемые пассажиры, на первом пути от платформы начинается посадка на пассажирский поезд номер 327 с сообщением Нижний Бестях-Нерюнгри.
Вчера впервые в истории железных дорог Якутии отправился беспересадочный купейный вагон Нижний Бестях-Иркутск. Работал здесь 2 месяца. Сегодня один из первых пассажиров, который едет на новом поезде до Иркутска. Трое суток вас не беспокоит? Нет, нормально. Удобно, да? Удобно, конечно. Многим пассажирам 3 дня пути в комфортном вагоне удобно и экономически выгодно. Периодичность этого вагона один раз в 8 дней. Также такие вагоны курсируют в Хабаровск и Благовещенск, для которых значительно сократилось время в пути благодаря вводу нового расписания. При повышении спроса и увеличении пассажиропотока периодичность движения по указанным направлениям будет увеличена. Якутские кинематографисты получили государственную поддержку от правительства. 7 фильмов, которые планируют снять и выпустить в прокат в следующем году, получили сертификаты на суммы от 900 тысяч до 4 миллионов рублей. О том, какие фильмы получили поддержку, расскажет Александр Хавренко. Художественные блокбастеры и фильмы для детей, картины по произведениям якутских писателей и авторское кино, комедии, мультфильмы и многое другое. Более 40 сценариев и проектов представили якутские кинематографисты для рабочей комиссии по оказанию государственной поддержки кинопроизводителям. Когда кинотеатры закрылись, мы не могли бросить наших кинопроизводителей на улицу. Поэтому было принято решение главой республики о том, чтобы провести конкурс на производство кино в нашей республике. Заявок было достаточно много, более 40 заявок, и по итогам мы выбрали лучшие 7 проектов, и, соответственно, они начнут работать уже в 2021 году. Это существенная помощь нашим кинопроизводителям. Я думаю, что в связи с этим наше кино получит дальнейшее развитие. Одним из счастливчиков стал режиссер, триумфатор этого года, обладатель премии «Кинотавр» Дмитрий Давыдов. Правда, на этот раз режиссер-самородок планирует удивить зрителя, сняв детское кино. Проект интересен для меня, потому что я до этого работал в другом ключе, а сейчас я попробую сделать маленький такой светлый, яркий фильм. Это фильм, который будет охватывать историю 2 праздниц. Это Исэх и Иван Купала. То есть будет в этом фильме рассказано совмещение вот этих культур, русской и якутской. И это будет такое фолк-фэнтези, получается, детское. В номинации «Документальное кино» сертификат вручили продюсеру Тамаре Абутовой на съемки картины о легендарной сестре милосердия Кейт Марсден. Фильм у нас документальный о английской сестре милосердия Кейт Марсден. Она приезжала в Якутскую область в 1892 году. Она собрала деньги, построила лепрозории, построила жилье для прокаженных. И с ее участием была построена церковь Святого Пантелеймона. А на создание мультфильма «Той-той Боутур» поддержку получил автор сценария Семен Ермолаев. Очень хорошая история, как простой маленький мальчик становится богатырем Олонского. Не силой своего физической силы, а силой своего душевной чистоты. Всего поддержку в виде сертификатов на разные суммы получили 7 проектов. А это значит, что в следующем году нам будет что посмотреть в кинотеатрах. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Сегодня исполняется ровно 100 лет со дня заседания Якутского губревкома, на котором был рассмотрен вопрос о положении губархива. Согласно сохранившимся документам, 22 декабря 1920 года официально начал работать Национальный архив. Началась история архива 1 февраля 1920 года с назначения архивариуса Ефима Дмитриевича Стрелова старшим делопроизводителем канцелярии штаба. В июне того же года Стрелов утверждается в должности заведующего архивами. Тем временем при Сибирском революционном комитете организовано Сибирское областное управление архивным делом, а 22 декабря Ефима Стрелова назначили заведующим архивом Якутской губернии. После долгого перерыва театр юного зрителя вновь открывает двери и представляет спектакль «Вечно живые» Виктора Розова. Постановка посвящена 75-летию Великой Победы. Это трагическая история 2 влюбленных, Бориса и Вероники, которых война разлучила навсегда. Роль Вероники исполнит молодая артистка театра Анастасия Петрова, для которой это большая первая роль. Между тем, театр с мая не прекращал онлайн-формат работы. Сейчас артисты готовятся к еще одной новогодней
новогодней премьере для самых маленьких «Дар Луны», где помимо самой сказки артисты подготовят игры и веселые конкурсы. Лучших спортсменов по итогам года наградили в Нерюнгри. Победители и призеры соревнований всероссийского уровня получили ценные подарки и денежные сертификаты. На торжественной церемонии побывала Ирина Кичигина. Я сердечно поздравляю вас с окончанием этого спортивного года. Я желаю вам в следующем году хороших стартов. Мероприятия, посвященные чествованию спортсменов, добившихся выдающихся результатов на спортивных аренах, проводятся ежегодно. Это всегда праздник для тех, кто любит спорт, кто пропагандирует здоровый образ жизни, стремится к физическому совершенству, кто полон бодрости, оптимизма и жизненной энергии. Из-за ограничительных мер регламент присутствующих составляет не более 15 человек. Поэтому выбрать, кто попадет в список награждаемых, было непросто. В этот раз в зале администрации были награждены 9 человек. Это как сами спортсмены, так и их тренера. Нерюнгринский район является кузницей талантов. Вот уже не один год радуют наши спортсмены, и они всегда защищают честь и нашего района, и республики, и России. Поэтому наш небольшой такой район, находящийся в далекой Якутии, звучит на многих площадках стартовых. Любые победы для спортсмена – это вершина мастерства, а для района – это гордость за хорошую спортивную подготовку тренерами своих воспитанников. Борьба за повышение спортивного мастерства сочетается с повседневной трудовой или учебной деятельностью спортсменов. Поэтому успех во многом зависит от настойчивости, дисциплины и стремления добиваться высоких результатов, что и демонстрируют те, кто был удостоен получить награды в этот день. В ноябре проходило первенство России по масс-рестлингу в городе Суздаль. Я съездил туда от нашей республики и занял первое место. И сейчас я получил награду от главы Нерюнгринского района. Мне очень приятно, что спортсменов ценят в нашем районе, что не забывают и дают продвижение в дальнейшем спорте. Успехи наших спортсменов на республиканском и российском уровнях сегодня – это здоровое поколение и процветание города завтра. У нас есть множество поводов гордиться своими земляками. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. К этому часу это все новости. Берегите себя и своих близких. Не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.